Элмарс Хаутиев из ингушского аула Шоан получил известность как один из самых почтенных долгожителей на Кавказе. Он прожил 157 лет. Данная фотография, на которой он изображен со своей правнучкой, была сделана в последние годы жизни Элмарза. Ингуши помнят Хаутиева прежде всего как языческого жреца, который многие годы возносил молитвы древним богам. Когда Хаутиеву исполнилось 117 лет, он одним из последних ингушей принял ислам, перевернув тем самым последнюю страницу истории ингушского язычества. Дважды совершил хадж в Мекку. Жрецом, языческим священником мог стать только внешне привлекательный, сильный мужчина не младше 40 лет, с образцовой репутацией. Одним из таких был Элмарс Хаутиев. Родился он аж в 1766 году в селе Шаан Горной Ингушетии. С юности начал проводить языческие ритуалы в Шаанском ущелье. Хаутиев пользовался огромным авторитетом среди местных жителей. Помимо совершения обрядов, он был судьей и отличался умом и проницательностью. В те времена ингуши и хивсуры, субэтнос-грузин, жившие в соседстве с ингушами, враждовали. Угоняли друг у друга скот, устраивали западни. Элмарс же с хивсурами дружил, часто ходил в хивсуретию, примирял враждующих, вершил жреческие обряды. Он имел авторитет и огромное влияние среди ингушей и среди хивсуров. В трудные минуты и те, и другие обращались к нему за помощью и советом. Элмарзу удалось наладить длительный мир между ингушами и хивсурами. Он поставил своих братьев Ержарга и Албаста охранять дорогу, идущую из Хивсуретии по Шонскому ущелью на плоскость. Теперь хивсуры могли безбоязненно и беспрепятственно провозить по ней свой скарб, скотину и прочее. Элмарс Хаутиев не был закоренелым фанатиком язычества. Среди его друзей были христиане, проживавшие по другую сторону горного хребта, грузины-хивсуры, впрочем, сохранявшие в быту языческие представления. Пристально присматривался Элмарс к исламу, который исповедовало все больше и больше его соотечественников. В конце концов старожил остался в одиночестве, он был последним практикующим язычником не только в своем селе, но и во всей Ингушетии. Он исступленно повторял, что не предаст веру предков до смерти. Но в 1873 году Элмарс, в возрасте 117 лет, замуровал свой священный флаг в стены святилища и долго молился, прося прощения и пощады у древних богов, которым он служил 77 лет. Затем Элмарс выкинул свою любимую трубку и удалился в потайную горную пещеру. Там он пробыл 40 дней в совершенном одиночестве, ничего не ел и только пил студеную родниковую воду. Так он, подобно древним пророкам, прошел очищение. Выйдя из пещеры, Элмарс объявил народу, что принимает ислам. Последний ингуш, последний величественный жрец оставил религию предков и стал мусульманином. Об Элмарзе память людская рассказывает как о человеке необычном, щедро одаренном Всевышним. Он постоянно предупреждал: берегите гуоры, не покидайте их, если у вас будут гуоры, будет и равнина. Элмарс предупреждал, что придет время, когда по горам будут ходить военные. От них народу будет большое горе, они будут разрушать башни. Жрец предсказал выселение ингушей в Сибири и их возвращение, и даже срок их пребывания в изгнании. Кстати, в это выселение 1944 года, его хромого сына Бейерда Хаутиеева, вместе с другими немощными людьми, расстреляли в Шаанском ущелье и сбросили в пропасть. Не все верили в то, что Элмарза принял ислам. Хотя он вместе со всеми ингушами и соблюдал мусульманские обряды, но в языческие празднества уходил в Хивсуретию и там совершал древние языческие обряды. Видно, это перепутье между двумя верами мучило его, и в 1905 году он решает совершить хадж в Мекку. Средства для осуществления этой цели он собрал, продав на дорогу более 100 баранов и 2 быков. Перед хаджем Элмарс опять совершает свой обряд очищения. В течение 25 ночей близкие каждую ночь помогают ему становиться под ледяные струи бурной горной реки. В селение Мецехал, где собирались горцы, отправляющиеся в Мекку, на коне прискакал красивый, легкий, 139-летний мужчина.
На прекрасном любимом своем скакуне Элмарс сделал несколько кругов перед селянами. Затем, без чьей-либо помощи сошел с коня, заложил плетку за луку седла, отдал узцы внуку маме и велел отвезти коня домой. Элмарс весь положенный путь в Мекку прошел, не утруждая никого из более молодых паломников. По дороге им встречались толпы нищих, и Элмарзу потрясло совершенное безразличие к ним, турков и арабов. Сам он еще на полпути раздал бедным почти все, что имел. Месячное плавание по морю перенес спокойно, не считая морской болезни, которой мучились и другие его спутники. В Мекке он познакомился с шейхом Мекки Курейшитом Джамалейлом. Это знакомство было очень интересно и одному и другому. Позже Джамалейл присылал Элмарзе письма. Одно из них долгое время хранилось у племянника Элмарзы. Возвращавшегося из Мекки Элмарзу приветствовали толпы людей из ингушских сел, а Хюсельянов зарезал быка в его честь. Теперь уже никто не сомневался, что Элмарс на самом деле принял ислам. Через 2 года после своего возвращения из Мекки Элмарс вдруг объявляет: ему было видение, где прозвучало, что его предыдущий хадж не совсем полноценный, так как якобы при расчете за 100 баранов при прошлом хадже он получил денег на 1 барана больше, и потому надо совершить второй хадж. В 1908 году 142-летний Элмарс совершает второе паломничество в Мекку вместе со своим родственником Андихаджи Дзауровым. В Мекке его приглашает погостить у себя шейх Джамалейл. В течение 3 месяцев Элмарс и Джамалейл с интересом общаются друг с другом. Элмарс подробно изучает правила ислама. Много интересного от Элмарза узнает и Джамалейл. В Мекке Элмарза хорошо подлечили лучшие мекканские лекари. Потом по распоряжению Джамалейла его довезли до моря и посадили на корабль. На этот раз Элмарс вернулся домой умиротворенным. Наверху селения Шаан, где они жили, было местечко, которое называлось Мовдя. Там был солнечный могильник, в котором покоилось 80 черепов. Чей это могильник был, неизвестно, и потому жители Шоана ежемесячно делали пожертвования за похороненных в нем людей. Собрался народ и на этот раз, но не было среди них Элмарза. Старейшины не сомневались, без Элмарза нельзя. Послали за ним людей во главе. Ослабленный, больной Элмарс плел из прутьев корзину под кукурузу. Его спросили, зачем он это делает. Элмарс ответил, что не может сидеть без дела. Посланным за ним гонцам сказал, что болен, но с ними пойдет. По этому случаю он надел свою синюю абу, верхняя мусульманская одежда без пуговиц, привезенную из Мекки. На полдороги он очень устал и сообщил людям, что в последний раз встречается с ними, через неделю он умрет. Добравшись до места назначения, жрец, как бы заклиная народ, опять повторил: «Любите горы, сумеете сохранить их, будут у вас и они, и равнина». Как и предчувствовал, через неделю Элмарс умер. В Шаане ему установили чурт, надмогильный камень. Сбылись пророчества Элмарза, солдаты расстреливали наши башни, могильники. А они, простреленные артиллерийскими снарядами, не падали, а ждали своих хозяев 13 лет. Разрушенное надгробие Элмарза вытащили из реки и восстановили. Бывший языческий жрец, принявший ислам и дважды побывавший в Мекке, долгожитель Элмарс Хаутиев скончался уже при советской власти, в 1923 году, в возрасте 157 лет.